сделаем это коррекцию журналистства. И шишдует, что Марту Фиберзов с ними посетят с Нагункара Ахада Ялхраза Абжитарапа, Вурт Ирлчина, Абсна Агункара Ахадас Далху, Аслан Гяргипа Бжене. Добрый день, уважаемые коллеги. Как вам известно, 22 апреля в Абхазии прошли выборы президента. Центральная избирательная комиссия подвела итоги. По их результатам президентом Республики Абхазия избран Бжаня Аслан Георгиевич, вице-президентом Гунба Бадра Зурабович. Сегодня Аслан Георгиевич и Бадра Зурабович дают пресс-конференцию. Аслан Георгиевич. Абзерахимас Хатырскую Аюзша. Добрый день, уважаемые коллеги. Я готов к работе. Дата инаугурации известна? Дата инаугурации определена в законе на 30-й день со дня оглашения официальных итогов выборов. И по нашим подсчетам это должно быть 23 апреля 2020 года. Еще вопрос, коллеги, из агентства Яшина. Безусловно, интересно, с чего начнете. Проблем в стране очень много. Какие будут главные шаги первые? Необходимо сформировать исполнительную власть. Это будут первые шаги. Потом уже приступим к решению других проблем. А их очень много. Я о них рассказывал неоднократно, поэтому не хотел бы повторяться. Есть ли какие-то уже у вас, кто возглавит там какие-то министерства, ну, наверняка уже какие-то есть наметки? Главой правительства будет назначен Анкваб Александр Золотинскович. Безусловно, по остальным кандидатурам тоже есть определенные решения, но я не хотел бы их сегодня озвучивать. Они будут озвучены тогда, когда придет время. Вы предложили место вице-премьера, курирующего экономику, от Гуру Амирановичу Ардзинба. Насколько это правда? Я в таком ключе не высказывался. Я намерен провести ряд встреч с Адгуром Амировичем Ардзинба. Мы еще предметно на эту тему не говорили. Поэтому то, что вы озвучили, не соответствует на этом этапе действительности. Я хочу спросить вот по поводу коронавируса. Я понимаю, что у нас в республике все очень несерьезно относятся к этому заболеванию. Более того, сейчас огромное количество людей заезжает в республику. И у нас может ситуация быть намного хуже, чем в Италии. В вашей команде есть люди, которые могут этот вопрос как-то вот, внести свои предложения по этому вопросу. Намерены ли вы в этом плане сотрудничать с исполняющим обязанности президента? Я бы не сказал, что к этому вопросу у нас относятся безответственно. Это не соответствует действительности. Я вчера встречался с господином Бганба. Мы эту проблему обсуждали. Докладываю вам. У нас определено 4 медицинских учреждения, подготовлены койко-места. Более того, на границе установлен тепловизор, завезены определенное количество медицинских препаратов, подготовлены мероприятия по пошиву вот этих необходимых масок и так далее. На этом этапе очень многое сделано, поэтому я не думаю, что ситуация выйдет из-под контроля. Имеющимися средствами ситуация контролируется. Вот желательно, чтобы не было большого скопления людей, но общеизвестные вещи. Эти рекомендации надо бы, чтобы соблюдали все граждане страны. Как вы планируете выстраивать отношения с оппозицией в случае ее вызывания? С оппозицией отношения будем выстраивать открытые. Оппозиция нужна. Вы знаете, что я на протяжении 5 лет был одним из лидеров оппозиции. Многие процессы, которые там вызревают, они мне понятны. И, конечно же, вопросы, которые поднимались оппозиционерами, многие из этих вопросов не нашли разрешения. Часть вопросов может быть решена. Поэтому я намерен уделять работе с оппозицией пристальное внимание. Мы будем открыты. Мы постараемся не политизировать излишние определенные процессы. Там, где будет подход государственный, профессиональный, эти предложения будут приниматься. Я готов к взаимодействию
с учетом моего опыта пребывания в оппозиции, с учетом опыта других поколений наших политиков тоже. Вот как вы себя чувствуете? И второй вопрос, что вот этот месяц до 23 апреля, до дня инаугурации, что вы будете делать, что у вас в планах? Я чувствую себя хорошо. До официального вступления в должность я буду проводить консультации с разными политическими силами, группами. То есть идет рабочий обычный процесс, характерный для такого периода. Ничего особенного не происходит, поэтому в таком режиме будем идти к этой дате, к дню официального вступления в должность. Александр Георгиевич, вот в обществе очень много было дискуссий, насколько Конституция 1994 года, принятая весьма специфичное время, отвечает нынешним реалиям, насколько нужна сверхцентрализованная власть одного человека, президента, потому что все предыдущие президенты, в том числе и ваши предшественники, они очень много говорили, что для власти будут реформы, что будут намерены сбалансировать все властные структуры, но этого до сих пор не произошло. Я хотела, чтобы вы прокомментировали, насколько нынешняя Конституция нуждается в корректировке. Марьяна, я ваш вопрос понял, с некоторыми тезисами не согласен. Не все президенты говорили очень много. Кто-то говорил очень много, кто-то обещал очень много. Поэтому хотел бы ваше внимание на это обратить. Это первое. Второе, вы употребили такой термин «сверхконцентрация власти в одних руках». Конечно, если такое имеет место быть, ни к чему хорошему это привести не может. Мы вникнем в состояние дел в стране, и я внимательно прислушиваюсь к мнению тех, кто говорит, что такое перераспределение необходимо. В какое время это сделать, в каком объеме, покажет время. Если мы предпринимаем какие-то решения, они должны нам помочь для того, чтобы одной проблемы хотя бы стало меньше, а не наоборот. Эти решения не должны порождать новые проблемы. Поэтому Конституция – это фундаментальный документ. От этого документа зависит очень многое, и мы будем с учетом мнения специалистов, практиков, правоведов очень аккуратно относиться к возможным изменениям, которые в этот документ будут внесены. Так бы я на ваш вопрос ответил. Правительственный состав и администрация президента, будут ли какие-то существенные изменения и будет ли отличаться от сегодняшнего состава? Персональный состав, конечно же, изменится. Не будем спешить. Я не хотел бы на эту тему углубляться. Взаимоотношения президента и парламента поменяются? Будут ли внесены в закон в этом смысле какие-то изменения? В соответствии с нашими основными законами есть определенное разграничение полномочий между исполнительной властью и законодательной. Мы будем работать в рамках тех полномочий, которыми мы наделены. Но я неоднократно говорил, сейчас хочу повторить эту мысль. Любые преобразования, которые должны быть, безусловно, проведены в стране, требуют правового сопровождения. На решение ключевых проблем у парламента и исполнительной власти были разные точки зрения. Конечно, тут не обойтись без полемики, тут не обойтись без разных точек зрения. Но в результате вот этой полемики, совместной работы мы должны выработать единые подходы и вместе их реализовать. Ни один существенный шаг в стране не может быть осуществлен без поддержки парламента. Это ключевой институт нашего государства. Я как депутат парламента, некоторые проблемы мне знакомы. Как это мне представляется, видны пробелы во взаимодействии между исполнительной и законодательной властью. Мы это все будем восполнять содержанием, необходимым для того, чтобы страна развивалась в прогрессивном русле. Говорили о том, что в случае вашего избрания сократится количество ДТП. С каких мер в этом плане вы планируете начать? Мер будет очень много, об этих мерах я говорил. Эти меры носят общегосударственный характер. Это не только изменения в рамках одного ведомства, это изменения коснутся
и некоторых правовых документов, и штатное расписание в некоторых случаях будет пересмотрено. Это коснется и функционала определенных ведомств, это коснется воспитательной работы, это коснется работы средств массовой информации. Все необходимые государственные и общественные институты должны быть задействованы, необходимо для решения этой проблемы, содействованы для того, чтобы локализовать последствия от этого большого бедствия. Чуть позже специалисты нам подготовят рекомендации и приступим к решению этой проблемы. Как вы планируете строить отношения с Россией? И второе, я хотела бы, чтобы вы дали оценку прошедшей предвыборной кампании. Намерен действовать в рамках тех договоров, которые существуют между нашими государствами. Часть положений этих договоров реализованы, часть не реализована. И обязательства, которые были взяты абхазской стороной, безусловно, должны быть доведены до конца. Более того, жизнь значительно богаче, и она не всегда вмещается в рамки договоров или соглашений. Мы будем делать все для того, чтобы наш обмен с Российской Федерацией стал более интенсивным. Мы будем сближать свои позиции по многим вопросам. Качество, уровень наших взаимоотношений непосредственно отражается на качестве жизни наших граждан. Вы знаете о том, что какое количество пенсионеров получают российскую пенсию. Вы знаете о том, что наш бюджет в значительной мере финансируется из Российской Федерации. Вы знаете о том, что в Абхазии на протяжении многих лет реализовывается инвестиционная программа. Все это есть результат взаимоотношения с Российской Федерацией. Я, во-первых, пользуясь случаем, хотел поблагодарить всех наших граждан, которые приняли участие в выборах, всех без исключения. Я хотел бы поблагодарить кандидатов в президенты, господина Ардзенба, господина Дзякшпа, восприятие итогов выбора, то, что прошло в рамках закона. Сама кампания тоже прошла, на мой взгляд, корректно, я бы так это сказал. Если мы сохраним вот таких вопросов, этот уровень подходов, такой уровень культуры общения, то это только даст пользу. У нас есть возможность с чем сравнить. Я считаю, что мы сделали хороший задел в плане поднятия планки политической культуры. Власть, чиновники, стало ругательным словом. Как сделать так, чтобы интересы политических элит совпадали с интересами общества? Политические элиты являются частью общества. Политические элиты по сути своей должны определять интересы общества. Но в политические элиты иногда вкрапляются элементы отдельной политики, которые совершенно по-другому думают. И их частные интересы являются той силой, которая им движет. Я очень рассчитываю на то, что принцип равенства всех перед законом, я рассчитываю на то, что нам удастся этот принцип реализовать в серьезной мере. С помощью этого принципа мы сумеем из политического сообщества выделить политических экстремистов, безответственных политиков, демагогов и так далее. Тут нужна и поддержка СМИ, поэтому предстоит большая серьезная работа. Конечно же, сама действующая власть при этом должна быть открытой, наши цели и задачи должны быть понятны, средства достижения этих целей и задач должны быть чисты и должны соответствовать существующим нормам права и этики. Мы намерены действовать таким образом. Я неоднократно в ходе кампании слышал о том, что разделение такое искусственное пытались обозначить молодое поколение политиков, старое поколение политиков. Я сказал бы так: нам необходим сплав мудрости и молодости. Мы не говорим о лицах новые, молодые, старые. Мы говорим о правильных подходах.
альтернативы правильным подходом не будет. Есть ли у вас, у вашей команды какая-то программа на хотя бы на 100 ближайших дней? В нашем арсенале программа, которая называется «100 дней», нет. Может быть, это и плохо, но честно вам в этом признаюсь. В течение какого-то времени, может это 100 дней, может быть это чуть больше, можно будет дать оценку тому иному руководителю. Мы будем строить работу таким образом. Мы исходим из реальной ситуации и ни перед кем не собираемся ставить задачу, которая невыполнима. Но мы не собираемся пускать в самостоятельное и бесконтрольное плавание чиновников. Перед каждым будет поставлена задача, будут выделены ресурсы для решения этой задачи, будет определено оптимальное время. Если человек будет соответствовать этим параметрам, значит мы идем с ним дальше. Если не соответствует этим параметрам, значит он ищет работу в другом месте. Граждане, которые смотрят в прямом эфире, они уже интересуются, вот вы введете изменения закона по НДС. Я высказывал критические суждения в адрес этого закона. В чем суть этих моих критических замечаний? Во-первых, я не согласен с тем, что под ввозной НДС подпали товары, которыми пользуются наши аграрии. Это и минеральные удобрения были, и гербициды, и многое-многое другое. Этого там быть не должно. И второе, на мой взгляд, что необходимо изучить и посмотреть, это взимание НДС на границе или здесь уже по факту, когда товар будет продан. А я понимаю тех, кто это решение принимал, с точки зрения администрирования этого закона на границе вроде бы как проще. Человека просто не пускают, если он не заплатит денег. Он с товаром в страну въехать не может. Но с другой стороны, если человек везет товар на 1 000 000 рублей, он больше 100 000 рублей должен заплатить. Неизвестно, удастся ему продать этот товар. Неизвестно, как сложится рынок к тому времени. А потом надо посчитать, и я намерен такое поручение дать специалистам, ведомствам, косвенный эффект от этого всего. Это же никто не посчитал, потому как люди, возможно, боятся увидеть правду, которая сложилась. Вы все об этом будете знать. Мы будем принимать решения, которые будут озвучены в средствах массовой информации. Biz yaratsak a problema ubrayenu amishte itigi alot saraka подразрабатывающий непы яного. Уси алот yaratılacak. Bu işirgi iştirir bir ahsapan zahamiyel. У вас рахалойта мазура уину баша'a сахвейха. Шхазша'a сахвама. Вы амтехна работать саху, чем саху, урысшего так спарстаху. Бреапта зара, урысшего это гозор. Есть устоявшееся мнение о том, что власть и деньги портят человека. Так это, да? Или, говоря простым языком, человек не выдерживает температуру власти и денег, начинает разрушаться. И такое бывает. Но я считаю, что и власть, и деньги не портят человека, а показывают, какой он есть, степень его зрелости, готов ли он к этому относиться как к обычному явлению. Время все покажет. Они человека не портят, они его испытывают. Поэтому очень важно иметь определенную жизненную школу и пройти через испытания. На государственный аппарат очень много финансов уходит из государственного бюджета. Планируете ли вы внести какие-то изменения, может сократить, может что-то реструктуризировать? Нам необходимо посмотреть, чем занимаются наши ведомства. Имеет ли место дублирование функций в разных ведомствах?
насколько эти ведомства в плане оргштатного расписания соответствуют тем целям и задачам, которые они должны решать. Это в любом случае называется оптимизировать. Возможно, какие-то ведомства будут сокращены, их количественный состав, а в некоторых случаях может произойти наоборот. Мы же сталкиваемся с каждым, с течением какого-то времени появляются новые вызовы и угрозы. Вы помните, что 20 лет тому назад или 25 лет тому назад не было такого министерства, как Министерство по чрезвычайным ситуациям. А потом возникла необходимость в создании этого министерства. Когда-то не было министерства по репатриации в советское время. Возникло, потому что это задача, которая должна быть решена, и ею должно заниматься государство. У нас нет целей и задач просто кого-то оставить без работы. Мы хотим, чтобы государственные задачи решались эффективно, так, чтобы мы за это не переплачивали. Но я приводил массу примеров, когда государственные деньги тратились неэффективно, порой преступно. И все это потому, что не было контроля, не было реакции со стороны правоохранительных органов. После инаугурации правительство уйдет в отставку, а по закону в течение 3 месяцев должен быть сформирован новый состав правительства. Исходя из того, что у нас еще и задерживается реализация инвестпрограммы. Я думаю, что 3 месяца на формирование правительства точно не потребуется, но законодатель определял такие сроки, исходя из определенных соображений. Ключевые решения будут приняты очень быстро, а там дальше уже процесс будет продолжен. Сегодня идет работа по реализации инвестпрограммы. Государственные институты на этом этапе работают так, как они работали. Ничего не приостановлено. Процесс должен быть необратимым, подходы должны быть универсальные, а смена команды или каких-то персоналей негативно на это не должно влиять. Рехат хамкове закон хамами абсу безша еску убрейшану хахубшвет нас закон чезник хахубшвет кратца тума крагерха тума хератахума убрейшану бесалахнуко абсахратахар я абсахр правила парламента хинахаштвет кратца тузер крагерха тузер уйзет глазаша аузер ай хабра псни астор безшар дрозров аматурохер хаглазер безшар дрозров уяшо усо пишо а винкарра позахинджер усипо а хобриг язнейш яшо зроб избангер апсни инхота милат рацена убртки штаза арнапалаку абрецо процессква арнапалака зароб убртки апшероп убрета глазаша язнейроп ишяшо абрезик цана абрезик яхопшна вас хоскуме пахто папха. А сейчас я просто хочу вручить вам. Сара Пушином заракрив со журналисту Аслан Гяди Бабджани, подразрабы Кумбита Параха. Я благодарю вас, уважаемые коллеги. Пресс-конференция избранного президента Абхазии Аслана Георгиевича Абджани и избранного вице-президента Абхазии Зурабовича Рыба завершена. Благодарю всех за внимание. Спасибо. Спасибо. Таубдарадзе.